Ну все, доброе утро, собрался, отдохнувший, силами. Сейчас еду дальше. Надо только мне посмотреть эти штаны. Штаны купить надо, раз в этих уже все. Уже никуда не зайдешь. Во, короче, сейчас из города еду. Смотрю, музей находится. Он билет 5000 тугрик стоит. Дома зайду, посмотрю. Тут давно я в музеях не был. Че, откуда начинать? Оттуда, да? А, отсюда? Ну все. Что здесь есть-то? Посмотрим. Все на монгольском только. О. Ну вот здесь все начинается с флоры, с фауны, как всегда. Ну их по-русски здесь не написали, по-английски, хотя бы так. Мувиш, мальчик. Вот сейчас на второй этаж пришли, на second floor. Тут картины. Нормальный такой музей, хороший. О, село. Монгольские села. Video and photography ticket. Не, этот. Ничего, no problem. Вот здесь костюмы. Очень красивые костюмы, классные такие. Вон царские монеты, Николай II. Вон казахские костюмы местных. Да, вообще красота. Тут, короче, этот, оказывается, конфликт тот же был. Я даже не знал. Это возле Булгана. Там как раз советские войска, походу, стычка была с китайскими. Отстаивали границу. Вот так вот. Ну все, я закончил. Можно ехать. Ох, такая весна вообще, здорово. Вот казан стоит. Сейчас заехал еще поесть гуляша перед дорогой. Сейчас жду его. А вон гуляш несут. О, балата. О. Ага, балата. Интересно, да. Тут картины такие офигенные вообще. Какого-то монгольского художницы или художника, я не знаю. Очень здорово. Такая стилизованная все. Мне нравится. Вот здесь так. Ладно, надо кушать дорогу. Я зарежем. Вот речка Буян. Зелено, коровки гуляют.
Вот и все. Лафа закончилась. И впереди, видимо, 150 километров такой вот дороги до Толбо. О! До Олге 211 километров. Интересно, какая дорога будет. Но пока все вот так вот. Это даже не грунт, это песок. Весело сейчас будет. Нормально, интересно зато. Быстро ехать не получится. «10 километров в час максимум». Да, после тех дорог это, конечно, вообще какой-то ужас. Она еще волнами идет, так чуть-чуть маленькими. Мало того, что песок, еще волны трясет, заносит. О, ковбой едет. О, сам война. Здорово. Парнишка меня в боксе хотел взять. Велик поставить. Здесь люди помогают, так если видят, кто одинокий едет, они видят, что вот одинокий едет, подъедут, если есть возможность, остановятся, узнают, что как. Монголов принято, да, со времен Чингисхана еще. Да, здесь на такой дороге надо агрессивную резину. На сликах тут тяжеловато. Какую-нибудь широкую надо. Самое то. Ох, наконец на подъем заехал. Хофт остается внизу, позади, в долине. Ой. Хофт, ход, прощай. Спасибо за приют. Ох, теперь вниз на тормозах ехать по такой дороге. Что интересно, вот у меня, пользуюсь картами, многие спрашивают, Maps.me, у меня есть Maps.me и этот Magic Earth. Когда есть интернет, пользуюсь Google картами. Так вот, Maps.me, он, конечно, примитивный самый, рельеф не показывает, одно из самых главных. И с дорогами у него иногда проблема бывает. То есть вот он эту дорогу показывает как магистраль, почти не отличающуюся по цвету, не отличающуюся от той, по которой я ехал. А вот Magic Earth вообще здесь дороги почти не показывает. Он ниточку показывает такую, что типа есть грунтовка, проселок. То есть он правильно все показывает. И я несколько раз Magic Earth не доверял. И все вот эти разы я попадал на плохую дорогу, на ремонт дороги. Вот, Magic Earth очень хорошая программа. Самое главное, она показывает рельеф. То, что мне нужно. Высоты не показывает, но рельеф есть. То есть там уже сам думаешь, какая будет высота примерно, где подъем. Все это можно угадать там. А Maps.me он просто как доска, и там на ней дороги, города, и все, ничего интересного. То есть непонятно ничего.
что плохо при езде по такой дороге, не замечаешь, что вокруг. Все время взгляд прикован к дороге. Сейчас проехал 30 километров. Сегодня полтинник проеду, и, наверное, хватит уже. Тут еще, ладно, камней нет, там камни были. Так, гравий. Резину уже надо будет менять где-нибудь в Барнауле. До Новосибирска дотянет, нет, не знаю. Уже прям видно такие трещины в этой швальбе. Сколы такие прям. Еще старые, проколы всякие. Задняя тоже уже кендат. Уже стерся протектор. Долина за долиной. Подъем, спуск, подъем, спуск. Сейчас вот опять одна долина. А там дальше уже вот подножие хребта большого, где снег, там уже река. Вот сегодня надо к ней выехать, там заночую. Вот водитель с Улан-Батора едет на Уги, говорит, давай, говорит, садись, подвезу. Я говорю, нет, сам доеду. Уже вечереет. Тут одни сплошные бутыли, пузыри, водки лежат. Вот я тут стою, в моем поле зрения уже, вот я одну, вон вторая, 3, 4, 5, 6, 7. Там, ой, много, короче. Вообще пузырей много. Бухают монголы. Пастухи бухают, чебаны.
Все, сейчас спуск к реке идет. Там и заночую. Там и вода будет. Нормально. Ну, вот и речка. Чистенькая. Где-нибудь здесь и встану, там подальше. Скотина только он гуляет. Из речки я не знаю. Пить как-то очково, когда вот так скотина гуляет. Воду, может, и можно набирать. Но и то, наверное, ночью, когда вот эта вся вода стечет, то есть снова обновится вода. Ночью-то скотина не гуляет. Но монголы, насколько я понимаю, пьют ее нормально. Да я тоже много откуда пил. Бывало, с разных источников непроверенных. Скотина даже-то и ладно. Главное, что примесей там в ней никаких не было вредных. Окисей всяких. Но это обычно сразу желудок чувствует, если в воде много, там железа бывает много. Желудок дает реакцию сразу. Кислотность повышается. Ну, я думаю, эта речка хорошая. Это не снега талые. Дела. Мне сейчас еще дугу надо ремонтировать. Место нашел, он под кустом. Ветки есть, можно и костер разжечь. Как раз гречку сварить, воду вскипятить, прокипятить. Во. Сейчас вот этот кусок обрезать надо и все. Я вообще, честно, удивляюсь, сколько пережили вот эти вот дуги, как они вообще выдерживали это. Но вот уже усталость приходит у них. Все, насобирал ветоши, вон. Тут все колючки растут. Ну, внизу лежит вот сухое, старая ветошь, сухая. Вот насобирал. Сейчас воды вскипячу, чаек попью зелененького. Я уж соскучился по зеленому чаю. Здесь не пьют, как в Китае. Здесь типа этого больше. Ну, калмыцкий чай типа. Ну, вот монгольский, можно сказать. Калмыки, монголы одно и то же, по сути. Родня. Вот. А зеленого так здесь не пьют. Ну, я, по крайней мере, не видел. И вот соскучился я уже по нему. Я еще пачку взял в Россию, одну купил. Чтобы в России пить. Ух, такой аромат при сжигании этих колючек классный. Самый лучший парфюм. Мужчина, он должен пахнуть костром. Это самый лучший парфюм. Сегодня полнолуние.
А может вот он, куст счастья. Думаю, завтра еще остаться здесь. Гречка есть. Гречка есть, сосиски есть. Вода есть, самое главное. Можно стопорнуться. Ну все, спокойной ночи. Спать, отдыхать. Тепло, хорошо хоть. Ну, возле костра, конечно, сижу так-то. Сейчас ветер с гор идет. Поменялся ветер. Палатку я удачно поставил на подветренной стороне. Куст закрывает. Доброе утро. Солнце печет, уже жарко, из палатки вылетел. О, птичка мою палатку пометила. Я уже в трусах хожу. Жарко на солнце, но ветер так обдувает, прохладненько чуть-чуть. Но если ветра нет, просто жарко. Чаек поставил. Все, собрался. Что-то я не могу лежать. Думаю, поеду дальше. Спокойно, не спеша. Да, сейчас подзагорю я нормально. А то вон только посюда загорелая кисти. Надо загорать, форму уже приходить. Уже просил приехать. Девчонки уже там смотрели нормально. Зайцы спокойно бегают. Сейчас такой пробежал мимо меня. О. Ого, вот и брод. Люблю броды я. Длинный еще. Кроссовки мочить не стал, не хочу. Так прошел. Тем более это босиком
в этих на контактных педалях больно ехать. Ноги еще замерзшие в воде. Не хочу ногу поранить. Да и валуны здесь большие. Нормально. Коровки вон зрелище смотрели. Капец, ветер просто стопорит бы. Быстрее бы до гор доехать, может там поменьше ветра, послабее. Здесь просто задувает в этой долине вот. Вот когда-то здесь будет асфальт. Всего 17 километров проехал. Со средней скоростью 8 километров в час. Капец. Прям пыльной бури. Капец, стоять невозможно, не то что ехать. Кстати, вот это вот пикник. По карте показываю. Ох, опять же, прям из сил вывелся, такой ветер. Полтинник сегодня не получится проехать. Сейчас поближе к горам надо, там поближе к хребту подъехать, может ветер там поменьше. Здесь просто открыто все и вообще задувает конкретно. Вон начинаются два ущелья, налево и направо. Вот мне налево. Смотрю, там какие-то поселения, может там что-то раздобыть удастся, покушать. Ветер вообще 30 километров, 29,10. Вот здесь, оказывается, бузы есть. Вот 10 бузов. Ой. Я вот что смотрю, вроде какая-то лачуга, а вон картина такая классная, монгольская, обалденно. Ужурен, 1997. Вроде настоящая, не копия. О, привет, малышка. Стесняшка. Вообще у монголов вкус есть, конечно. Оформление. Здесь он курган какой-то. Красная ленточка, все обозначено.
Вот два столбика каких-то стоят. Видимо, указывают на это. Вроде ничего не написано на этом. Вот еще курганчик. Ну вот и все. Гнездышко готово. При таком ветре в палатке вообще спать невозможно. Так, ямку нашел.